Пламен, здравствуйте. Здравствуйте. Рад еще раз пообщаться и сдержать слово, которое мы дали нашим и вашим зрителям на прошлой неделе ровно в той же самой среды. Да, это, я надеюсь, станет хорошей традицией, если мы раз в неделю будем встречаться и тем самым как бы помогать нашим согражданам встать на путь правильный, чтобы они скорее становились хозяевами своей земли. Вот нашу прошлую беседу мы закончили на том, что вы сказали, что нами управляет, если так интегральным образом посмотреть, наша глупость, наша неосведомленность, незнание и безответственность, нежелание принимать наказание за результат своих принятых действий. Это идет отверху и донизу. Но хотелось бы ваше мнение услышать, вот как-то развернутей. Наши люди со временем, вот за 100 прошедших лет, стали умнее, стали глупее, осведомленнее, менее осведомленные, больше отвечают за свои дела, не хотят ни за что отвечать. Вот некоторый такой вот экскурс сделать, чтобы нам понять, как нам жить дальше, куда нам двигаться дальше. Умнеть в чем? Знать что и отвечать как. Вот хотелось бы ваше мнение по этому поводу, пусть и пространным образом, но все-таки это важный момент, я понимаю. Если вдруг завтра прилетят какие-нибудь марсиане и нам поменяют нашу вонючую действительность на счастливое будущее, то люди-то те же самые прежние останутся. Они, в общем-то, сделают наше нынешнее вонючее настоящее, если сами не поменяются. Вы такой глубокий, философский, хороший, на самом деле, вопрос задали, что, честно говоря, коротко, конечно, можно ответить, но это будет, во-первых, непонятно, а во-вторых, будет неинтересно. А вы тот пример, который только что дали, на самом деле очень интересный. Если приедут инопланетяне, устроят нам лучшую жизнь, а мы, понимаете ли, дикари такие, вместо того, чтобы воспользоваться и начинать надстраивать, продолжать и усовершенствовать эту хорошую жизнь, мы все к чертовой матери, в тартарары и обратно в дикость и в мрак, и вообще-то. Ну, мы примерно то же самое сделали. И подозрение, а некоторые говорят и документалистика, и фактология, что действительно инопланетяне как-то высаживались и пытались вразумить, образовывать, дать технологические преимущества тем местным дикарям, куда они как-то высаживались, и они потом остались в мифах и в легендах разных народов, ну, примерно по одному и тому же сценарию. С небес спустился небесный большой светлый бог, который удивительно был похож на нас, но был как-то другой. Он нас научил уму, разуму и много чему, а потом улетел к своим. И потом народ начинает, во-первых, культ чтить, а вот эти знания применять, пока не произойдет так называемый в науке процесс вторичное одичание бывших цивилизованных наций. Потому что то, что произошло с нашим, с вами миром, я имею в виду Восточная Европа, Советский Союз. Моей родиной это было 45 лет, в Советском Союзе это было 70 лет. Горькая, страшная, тяжелая, кровавая цена была оплачена, но понятие человеческая справедливость вышло из уст и из книг писателей и стало действительностью для многих намного больше, чем раньше. Социальная справедливость перестала быть чистой демагогией, она тоже вошла в жизнь трудом, со скрипами, где-то лучше, где-то хуже, но в зависимости от применяющей эти принципы людей, она стала применяться. Другое, более справедливое, более человеческое, более социально ориентированное и более такое терпимое к различным людям общество тоже было создано, потому что карьерная лестница, карьерный рост был открыт абсолютно для всех национальностей Советского Союза, от грузина Сталина до неважно до кого. Вот в Российской империи это, естественно, шло чисто так династической кровной линии. Правда, за исключением императорских вершин все тоже было открыто. И кавказцы, и грузины, и любые другие там казахи и прочие, они тоже достигали княжеские, великокняжеские и вообще любые другие генеральские высокие титулы.
в нынешней России это сохранилось, слава богу, пока что. Например, министром внутренних дел был Рашид Нургалиев, по-моему, татарстанец, то есть татарин. Шефом Центрального банка России это Эльвира Сафиказадовна Набиуллина, если не ошибаюсь, она должна быть башкиркой. Соответственно, если идти там министром обороны, это Тувинец Сергей Кужугетович Шойгу. И дальше, и больше, не будем перечислять все высокие должности, соответственно, и все национальности, которые всегда им путь туда открыт, чисто как возможность. Поэтому, я не знаю, какие-то инопланетяне ассистировали большевикам-ленинцам 20 века во время Первой мировой войны, гражданской, Великой Отечественной. Это уже вопрос, к которому я не готов обсуждать. Но то, что эти подвиги имели место быть, и, наверное, без промысла Божьего, по сути, невозможно добиться тех результатов, тех успехов и тех побед, потому что там война была просто на уничтожение, действительно физически, но, наверное, без, как сказал, либо промысла Божьего, либо удачи этого не миновать. Но главное, что мы вынесли после того, как за эти 70 лет Советский Союз, соответственно, и Восточная Европа стали самыми образованными народами мира, самыми чтящими, самыми быстро растущими с технологической точки зрения, самыми быстро растущими с экономической точки зрения, самыми, скажем так, военно защитимыми, тоже с военной точки зрения. То есть, по сути, если так посмотреть с высоты птичьего полета, издали времени, похожи до 70-х годов, причем не только похожи, но многие такие умные и знающие, причем в глубину и в деталях процессы люди говорят, что к 70-м годам экономическая гонка вооружения и гонка вообще-то соревнования с западным миром было уже выиграно нашей системой. Не нашей страной, а нашей системой, то есть совокупностью нашими странами. И единственная причина, из-за которой Советский Союз с союзными, присодружными и другими странами и государствами не добил англосаксонского, объединенного, разъединенного, неважно как тогда был противника, это было тупое, простое нежелание это сделать. Просто, грубо говоря, и что, и ничего, и все. А, соответственно, вот эти другие там люди время зря не теряли. И после того, как 1971 год, 15 августа, президент Соединенных Государств Америки Ричард Никсон был вынужден выйти и сказать: уж извините, ребята, больше золотого обеспечения нашему американскому доллару больше нет. Это уже региональная валюта, и это бумажные деньги, и все, с золотом больше ничего, никак не получится. И это было, естественно, и крахом, и шоком, причем достаточно тяжелым, потому что вся эта модель бреттон-вудская, она имела 4 колеса как машина, условно говоря. 4 инструмента для применения и выполнения всех этих глобальных стратегических решений. Бреттон-вудская система была 1944 год, вступила она в силу после 1945 года, и она включала в себя те 4 инструмента, которые всегда напоминаю. Это Мировой банк, который был создан тогда. Это Международный валютный фонд, который был создан тоже тогда. Это был ГАТТ, который потом стал ВТО, то бишь General Agreement of Trade and Taxes, то есть Генеральное соглашение по тарифам и налогам, которое потом стало Всемирной торговой организацией. И четвертый, главный, не менее главный, скажем так, инструмент, или тот инструмент, ради которого создавались первые 3 инструмента, это были глобальные надстройки полномочий Федеральной резервной системы производить доллар уже не как региональная американская валюта, которая имеет право на существование в качестве международных денег для международных платежей, а это стало мировой резервной валютой, то есть Федеральная резервная система стала главной монетарной системой мира. Это было на уровне решения, а благодаря этим инструментам это стало применяться системным, массовым образом. Почему? Потому что на Бреттон-вудской системе собирались, по сути, победители. А победители имеют право решать за побежденных.
А в списке побежденных были, соответственно, западноевропейские страны, за исключением Франции и Великобритании, которые считались победителями. Великобритания, безусловно, Франция вот так немножко с ухмылкой, ну, более-менее кое-как, кое-никак. И все остальные были побежденными. Раз побежденные, мы накладываем на вас ту модель мира и ту модель финансово-экономического существования, которую мы считаем нужными, которую мы вот решили там, на этой Бреттон-Вудской системе, в штате Нью-Хэмпшир, на границе между Соединенными Штатами Америки и Канадой. Вот так хорошее место, и сейчас оно работает, причем именно работает на уровне такой гостиницы, такой, не то что эксклюзивной, но такой хорошей гостиницы. Как они стали это применять? План Маршалл был запущен для Западной Европы, который охватил все эти страны. По поводу Азии, побежденной Японии, побежденной там Филиппины, Юго-Восточная Азия, кроме Китая, который был пострадавшим, ну, типа как будто в списке победителей, пострадавшим в смысле там количество человеческих жертв больше всего, чем все остальные страны по отдельно взятые, не в сумме, а по отдельно взятые. Больше 30 миллионов там погибло от рук японцев. Там был план МакАртур, который, грубо говоря, был, ну, который отвечал за тем, как будут восстанавливаться там Корея, Япония, Тайвань и все остальное. Там отдельная специальная заварушка была. Но суть этой заварушки, вернее, суть решения этой заварушки финансово-экономическая была примерно по тем же лекалам, по тем же правилам и по тем же принципам, по которому применяли план Маршалл. План Маршалл, который был в Европе. Для других регионов мира у них были аналогичные подобные планы. Сейчас над этим распространяться не будем. И поэтому до 1968 года они кое-как успели как-то закрепиться. Только что получилось, случилось так, что с 70-го года, именно с 70-го года, нет, вру, простите, пожалуйста, 50-го года, 5 лет спустя конца войны, Робер Шуман, я думал, что ударение должно быть именно так, потому что это француз, достаточно такое, их было двое. Грубо говоря, произвели и зачитали тот план восстановления и объединения Европы, который был прототипом объединенной Каролингской Европы, то есть Европы стран, территорий и народов, наследников империи Карла Великого. Отсюда и Каролингская, Карл, как его звали. И изначально предусматривалось назвать этот союз чисто экономически, чисто естественно, чисто с точки зрения бизнес-интересов, чисто с точки зрения интересов индустрии, соответственно, стран и государств. То есть это естественный рост снизу вверх, а не какой-то проект, который накладывается сверху вниз. И назывался он Союзом угля и стали. Именно поэтому 9 мая вместо Дня Победы, как раньше было, европейцы очень... Ну, европейцы, я имею в виду сейчас под этим колпаком, который там находится, они очень сильно настаивают, что 9 мая, понимаете ли, русские пусть там отмечают и празднуют, что они хотят, но это День Европы, ребята. Почему? Потому что 9 мая 50-го года Робер Шуман зачитал эту декларацию, где описывал вот эту модель, по которой они хотели объединить вот эти страны и, соответственно, развиваться. О каких странах речь идет? А изначально, на самом деле, речь шла только о двух странах. Это было Германия и Франция, союз угля и стали, которые должны были подписать, ну, соответственно, генерал Шарль де Голль и, соответственно, канцлер Конрад Аденауэр. Очень быстро к ним примкнули Италия, страны Бенелюкса, то есть Голландия, Бельгия, там, Люксембург и так далее. И вот как раз заформилось именно то, что в 90-е годы нам стали опять рисовать по тем же самым картам, по тем же самым границам, видите ли, Евросоюз. Но тогда они, 50-е годы, они не называли это Евросоюзом, называли это Союзом угля и стали. Ребята, никакой политики, здесь чистая экономика, чистый бизнес. Не трожьте нас вашими политическими руками, мы просто экономическая модель, а что такого? Но англосаксы люди не глупые, они очень быстро усекли, что там задумывается и как решить этот вопрос, поскольку это было задумано 50-й год, там были долгие прения, обсуждения, простите, пожалуйста, прения, обсуждения. А в конце концов, потихоньку из всех этих дискуссий формировался и образовался какой-то там
проект, который обрастался плотью, кровью, там, то есть начал наполняться жизнью, можно так сказать, как египетская мумия в этих там фильмах, где начинает пожирать кого кое-где, и он сам начинает из этой высушенной там мумии становиться кем-то, чем-то, неважно как. Вот этот европейский проект стал наполняться. Но тогда англосаксы увидели, что вот, подождите, пожалуйста, вот это Германия, мы только что с ней воевали, причем 2 раза за это в этом 20 веке, и вообще-то настрадались. Поэтому стоп, Конрад Аденауэр, читай канцлер-акте. В канцлер-акте записано, каждый следующий канцлер выполняет безусловно то, что мы, правоверные англосаксы, вам рекомендуем, но в приказном порядке, что вы должны это сделать. Соответственно, что такое сделать? Ну, медийная повестка, информационная повестка, денацификация, а вы будете работать с этими технологиями, а вы будете производить вот это, вы будете продавать это вот так. Все сферы жизни достаточно подробно, принципы жизни, принципы финансовой жизни, принципы любой формы жизни, там в Германии было достаточно плотно расписано, и для того, чтобы не было недоразумений, как это надо выполнять, Федеральная Республика Германия, в отличие от Германской Демократической Республики, в Федеральной Республике Германии было 191 или 193 англо-британских военных баз, оккупационных, естественно, несколько английских бронетанковых подразделений было, плюс остальное, естественно, американское. И Конрад Аденауэр, естественно, не выдержал перед убедительностью вот этих аргументов, потому что против них у него ничего нет, никакие базы, никакого оружия. А поскольку генерал Шарль де Голль являлся не побежденным, а типа как будто он в списке победителей. Как там Франция воевала, это другой иронический разговор, который сейчас даже начинать не будем. Ну, кое-никак, генерал Шарль де Голль хотя бы, ну, он воевал. Так, серьезный генерал, серьезный человек. И генерал Шарль де Голль имел тем более не просто неосторожность, а, скажем, мягко преступную наглость вернуть американцам их резаные зеленые баксы кораблями и сказал: ребята, вот вам ваши баксы. Вы говорили там на этой бреттон-вудской системе, что $1 это 1,11 граммов чистого золота, банковского, сертифицированного золота, не каких-то там колечек там ювелирных, банковского. Так что вот вам ваши зеленые баксы. Наш план восстановления нашей Франции, извините, уже закончился, нам больше не нужно эти ваши планы Маршалла. Там маршалствуйте в других странах Европы, там как хотите, но мы Франция, мы вот вам корабли, давайте обратно наше французское золото. И тогда американцы, то есть главой Федеральной резервной системы, взбесились: как, мамон, генераль, мы не можем так, потому что вы понимаете, мы являемся союзниками в НАТО, между союзниками так это по-французски говоря не comme il faut, не как надо, не как положено. Генерал Шарль де Голль сказал: cher ami, дорогие друзья, раз вас это так сильно тревожит, то давайте избавим вас от этого неудобства. Мы выходим из НАТО. Франция действительно тогда вышла из НАТО, это не шутки. И все равно, вот вам ваши резаные бумаги, дайте нам наше золото, наше же французское золото. Вы же говорили, доллар золото, вот вам доллары, давайте золото. Так и говорили, выполняйте обещанное. Скряжа зубами, после больших перипетий, Федеральная резервная система — это первый и единственный случай, когда выдали генералу Шарлю де Голлю физическое наличие вот этого именно банковского золота, после чего там вообще-то пришли и стали стучаться, проситься абсолютно все остальные страны и говорят: ой, мы тоже закончили наш план Маршалл, пожалуйста, вот вам ваша резаная бумага, как Франции дали, дайте нам, пожалуйста, наши. Но федерально-резервные американцы сказали: нет, хватит, нас хотят разорить, нас хотят вообще-то дестабилизировать, нас хотят уничтожить, это заговор, это ужас, это страшно, это ужасно, мы на это не ведемся, мы прекращаем выдачу любого золота. И Ричард Никсон, как я вам сказал, 15 августа 1971 года вышел и официально сделал statement по-английски, то бишь изъявление, выступление перед нацией, перед всем миром: ребята, больше никакого золота за никакие баксы. Попутно, естественно, наказали генерала Шарля де Голля
абсолютно теми же самыми прообразцами цветных революций, причем примерно с теми же лозунгами, то есть мобилизовали студентов Франции, 1968 год, там были термины «la beauté est dans la rue». По-французски это означает «красота вышла на улицу», потому что там молодые, красивые. Один из слоганов, который использовали в Болгарии в 2013-2014 год, когда хотели в соросятам местного болгарского разлива свергать премьер-министра Пламена Орешарского, которого потом вынудили, выкрутили ему руки. 3 американские сенатора пришли и заставили подписать, что мы типа как будто отказываемся от Южного потока, хотя до этого и работали, и вкладывались, и подписывали, все делали, но пришли, надавили. Так вот, эти соросята придумали, списали лозунг «Мы умные, красивые, интеллигентные». То есть прямо под калькой списали то, что 68 год, те же самые, тогда еще Сороса, естественно, не было во главе этих процессов, ну калька-то одна и та же. И там в Франции вышли, понимаете ли, умные, красивые местные французы и француженки. Красота не спасет мира, красота вышла на улицу, и вот этот плохой, страшный, ужасный генерал с этим большим кривым носом, ой, не комильфо, и давай уходи. Почему? Непонятно, почему надо его уходить. Нам сказали, что он плохой правитель, и надо его уходить. Плоховизна этого правителя была в том, что он вернул французское золото Франции и отдал американские баксы американцам. Вот это главный его грех. Ну, как-никак свергли. И когда они решили вопрос с генералом Шарлем де Голлем и с Конрад Аденауэром, только что уже объяснил, что ему просто показали бумажку, а немец, Ordnung есть Ordnung, все, согласился. Весь остальной проект тогдашнего настоящего, естественного Евросоюза приказали, естественно, долго жить. А после того, как ему приказали долго жить, с 71 по 73 год наступило такое страшное для этих хозяев денег время, когда они... Как заставить сейчас этот остальной мир брать наши баксы, когда... Раньше мы им говорили, бери, не хочу, потому что это обеспечено золотом, и мы стали расширять зону действия доллара, соответственно, нам было так шикарно, так хорошо, так красиво, так приятно и так богато, а вдруг страны мира сказали, ну у вас же уже нет золота, мы британские паунд, мы что-нибудь другое, мы японская иена, ну вы-то нам зачем, или что-нибудь другое, да, со своими валютами мы как-то разберемся, да? И для того, чтобы решить этот вопрос, они чесали репу достаточно интенсивно, 2 года, и думали, и придумали. Тогда шефом Госдепа, он тогда был, до этого был шефом ЦРУ, ну неважно, был Генри Киссинджер, все еще ныне здравствующий, живой, один из немногих живых свидетелей вот этих процессов, которые нарисовали тогда весь наш мир, в котором мы сегодня живем. И тогда, и сейчас, Генри Киссинджер работал на клана Рокфеллеров. Тогда был, может быть, один из немногих случаев, если не почти единственный, когда один из представителей этого клана Рокфеллеров занимал не просто общественную должность, а занимал такую важную политическую должность. Он был вице-президентом Соединенных Штатов Америки, Нельсон Рокфеллер. И работая на Нельсона Рокфеллера, Генри Киссинджер и его команда, ЦРУ, под его подчинением тогда было ЦРУ. А чем занималась тогда ЦРУ? Тем же, чем и сегодня. А именно, они занимаются сбором разведывательно-ценной информации, и они занимаются производством разведывательно-ценной дезинформации, для того, чтобы создавать интриги в мире там, где и как и нужно, для того, чтобы извлекать из этого дивиденды. Ну, это есть удел именно ЦРУ и тогда, и сейчас. И поскольку, будучи шефом Госдепа, тогда ЦРУ находится в его подчинении, Генри Киссинджер сделал, скажем так, несколько турпоездок, ну, скажем так, на весь Большой Ближний Восток, в результате которого самые большие, сильные тогда арабские страны региона, а именно Египет и Сирия, Сирия тогда была достаточно серьезным, зубастым, хорошо вооруженным и тяжело вооруженным военным зверем, и с ним надо было считаться. Так вот, он их натравил напасть на Израиль. Будучи сам евреем, он натравил их на Израиль, на свою историческую родину. Но до этого они же
те же самые ребята, рыцари плаща и кинжала под командованием Генри Киссинджера, позаботились о том, чтобы Израиль был максимально хорошо накачан военными стероидами, технологическими, разведывательными стероидами, так, чтобы Израиль получил максимальное количество шансов победить в этой войне, хотя силы были несоизмеримые, чуть ли не 7-1, может быть, моментами даже и хуже. Как-никак, это была война Йом-Кипур, так называемая война суднего дня, где-то 18 дней она длилась, от начала октября до 21 или 22 октября 1973 года. Израиль победил, после чего Генри Киссинджер уже пошел для выполнения главной своей миссии, а именно начертать все поствоенное устройство мира. Все. Где и как. До это время, цена нефти за последние предыдущие 100 лет с очень маленькими осцилляциями была почти равна плато. То есть ровненькая, не сильно. И он пошел к тогдашнему королю Саудовской Аравии, которые тогда были племена со знаменами, с верблюдами, и их утренний туалет заключался в том, чтобы помыть лицо свежей верблюжьей мочой. Они сейчас этим занимаются, правда, об этом сильно не признаются, но тогда это было в порядке вещей, потому что главный источник какой-нибудь жидкости для каких-нибудь других таких действий, это было так. И вот этот старый король тогда, я забыл его имя, это не Абдулла, потом вспомню, сели и поговорили, причем поговорили достаточно продуктивно, потому что Генри Киссинджер, его величеству, выставил 4 публичные и 2 секретные предложения, которые были рассекречены относительно недавно, только на специализированных источниках. 4 предложения относительно публичные, которые тогда были засекречены не на долгий срок, потом были на специализированных источниках, сейчас тоже можно их найти в специализированных источниках, если покопаться по-английски, там, если знать, где как искать, неважно. Первое. Слушайте, Ваше Величество, я вам предлагаю, с сегодняшнего дня вы продаете вашу саудовскую арабскую нефть единственно и только за американские доллары. Ни за какие другие валюты мира. Вашу саудовскую нефть только за доллары. Предложение номер 2. Все счета, на которые вы будете принимать платежи по поводу вашей арабской и саудовской нефти, будут в нашей банковской системе, там, где мы вам скажем, вот в этих там система банков Федеральной резервной системы. И там несколько десятков банков, 12 из них это главный учредитель, неважно как, вот так. Предложение номер 3. Вы в вашем сценарии не будете ни за что покупать землю, недвижимость и компании нигде, например, в Европе, в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки. Вы можете брать ваши гаремы с вашими прислужниками, приходить заниматься туризмом, отдыхать, радоваться жизни, но вы не имеете права закупать недвижимость и инвестировать в предприятие. 25 лет спустя этого срока. 73 плюс 25, это получается какой год? 1998, если не ошибаюсь. После этого началась именно эта арабская инвазия, в том числе и в Великобритании. Если человек немножко проследит, если есть старые, скажем так, жильцы, скажем так, выходцы из Советского Союза, из России, которые поселились на Альбионе, там, неважно по каким обстоятельствам, до 1998 года Лондон был, скажем так, английским городом с англичанами внутри, а не с таким индустриальным количеством цветных, где белые и светлые стали меньшинством, причем трудно их найти даже, не просто в подземке, там, в метро, а вообще. Предложение номер 4. Если вы, Ваше Величество, согласны с предложениями 1, 2 и 3, мы, Соединенные Штаты Америки, вам гарантируем, что вы, Саудовская Аравия, никогда не будете иметь никакие проблемы, военные проблемы с государством Израиль, которое только что дубасило те, которые в разы сильнее и важнее, чем вы, Сирия и Египет. Еще раз, тогда Саудовская Аравия это действительно бедуины, не то что бедуины, а племена со знаменами, не более чем. Им сказали, что, слушайте, саудовцы, поскольку вы будете зарабатывать огромное количество денег, мы об этом позаботимся. Мы сделаем специальные организации, ОПЕК, МОПЕК, неважно как, мы будем регулировать этими процессами. У вас будут оставаться огромное количество свободных денег, у вас, саудовцев.
вы эти деньги, саудовцы, будете вкладывать, сколько мы вам скажем, в наши американские трежерис, то бишь ценные инвестиционные гособлигации. То есть свободные деньги вы будете вкладывать ни в какие другие государства, кроме как нас. Не только банковские операции через нас, но и свободные деньги американские трежерис будете покупать. И его величество саудовский король почесал, репу почесал и сказал, ну хорошо, раз Израиль нас бить не будет, а он только что отдубасил как раз именно эти, то хорошо. А какие еще другие предложения вы нам расскажете и подскажете? А там еще две. Первое из них, оно такое интересное. Вы, саудовцы, будете нам поставлять по нашему приказу, заказу, по нашему запросу столько диких маджахедов с нездоровым блеском в глазах, которые готовы резать головы индустриальным образом в любые точки мира, где мы устроим нужную на то заварушку, и все. Если посчитаете 1973 год, то с кем сражался Советский Союз в Афганистане 1978-1979 год? Как раз именно с этими выходцами, которых тренировал ЦРУ. И, соответственно, вроде бы местные пуштуй и хазарейцы, но там было достаточно много наемников, как раз именно из этих Арабистанов. То есть программа была уже задействована, и все это заработало. Поэтому, если брать в учет вот эти 4 плюс 2, 6 специфические специальные предложения, мы начинаем понимать, почему тогда именно в 1973 году стала замена и подмена золотого обеспечения бывшего Федерального резервного доллара золотого с черным обеспечением, то бишь черно-жидкой нефтью. И с того момента, с конца октября 1973 года, на популярном среди специфических господ языке, говоря, нефть это равно доллар, доллар это равно нефть. Если мы говорим доллар, мы понимаем нефть. Если мы говорим нефть, мы понимаем только федеральный резервный доллар. Никакие другие деньги мы не понимаем. Все, которые попытались продавать нефть не за доллары, ну там Каддафи был, там какой-то Фливи, да, потом был какой-то Саддам Хусейн, но ему тоже не поздоровалось. Все, которые не согласились с этими неофициальными, но зато обязательными условиями, мы постарались так, чтобы весь мир понял, что так делать лучше не надо, нельзя. И как раз, к сожалению, именно это время, после смерти Сталина, произошло с Советским Союзом то, что привело к окончательному краху Советского Союза, в том числе и экономическому. До 1973 года, еще раз, цена нефти была примерно ровненькой, ну, с небольшими осцилляциями. В этот момент она поднялась 4 раза. Не 4%, не 40%, 4 раза. То есть все, которые стали производить нефть, они стали на этом не просто зарабатывать, а зарабатывать колоссальные деньги, не работая ничего другого. И как раз, к сожалению, в это время, после 1973 года, рыцари плаща и кинжала ЦРУшники стали говорить своим КГБшным коллегам, когда они встречались, общались, там как ТАСС уполномочен заявить, ну вы помните, это там сериал, и им говорили, слушайте, ребята, а что нам бодаться-то, а? Ну смотрите, вы можете зарабатывать такие бешеные бабки на эту нефть, которую мы подняли цену 4 раза, соответственно мы вас примем в ОПЕК, в другие организации, вы будете экспортировать. Зачем вам утруждаться вообще-то технологии развивать и образование, и все остальное, и прочее. Естественно, это звучит дико упрощенно, дико сокращенно, и может быть даже почти неверно, но по сути такие разговоры велись годами с разными такими КГБшными, скажем так, агентами, часть из которых, естественно, поддалась, причем достаточно значимая важная часть, которых мы сейчас видим в качестве предателей, беженцев, которые живут в Майами, которые живут в Швейцарии, которые живут в Великобритании, которые дают интервью ютубным каналам и ресурсам по поводу того, как мы, бывшие агенты КГБ, боролись с этим страшным, ужасным, омерзительным, мрачным Мордором, который тогда назывался Советский Союз, и как мы, видите ли, такие демократические светоч, мы из детских лет мечтали вообще-то об этой демократии. Как не мечтать, когда ты уже там, и там все твои причинные места, счета, компроматы, все у них не может быть. А ты там сядь и напиши, пожалуйста, несколько книжек, там, Ледокол, Виктор Суворов, что-нибудь такое. Напиши, пожалуйста, мы тебе поможем здесь информацией. Пиши,
Пиши, мы будем издавать, и тебе будет неплохо, если ты будешь слушаться. Пиши. И Калугин, вот там тоже такой генерал. Таких генералов, бывших КГБшников, много. И часть из них, во-первых, сбежала, а другая часть стала капать на мозги, скажем так, главным седым принимателем решений в политбюро ЦК КПСС. Ну зачем так напрягаться? Ну Беломорканал, ну Бамба, и Каламурская магистраль, ну вечная мерзлота, ну там, да, Якутии, алмазы, ну это тяжело. Нефть, и мы вообще, смотри, какие бабки сделаем. Мы, наконец-то этот народ заживет хорошо, нас возлюбят, и наконец-то вообще-то все будет классно. И потихоньку, это не быстро, но действительно потихоньку Советский Союз начал зарабатывать, заниматься именно этой торговлей и вкусные, быстрые, легкие деньги. И тогда не надо утруждаться, тогда не надо вкладываться так сильно в науку, тогда не надо платить так сильно конструкторским бюрам, тогда не надо так сильно утруждаться, чтобы трудовая дисциплина и вообще-то качество продукции, промышленной продукции Советского Союза, как для нас, так и для других стран Совета экономической взаимопомощи, было на таком уровне, тогда они стали обмякать. Если они стали обмекать, им стали нравиться, ровно как индейцам, которых обманули бусинами, купили у них Манхэттен, им стали нравиться джинсы, жвачка, виски, им стали нравиться одежды, фильмы, книги, музыка. А чтоб мой ребенок не учился там с другими, там, с остальной там советской байдлятиной, а учился в МГИМО, потому что после МГИМО он идет дипломатом в Париже, в Америке, где-то в другом красивом цивилизованном месте, не в Индии, там, в Европе, в Копенгаген, может быть в Осло, может быть в Стокгольм, вот здесь рядом, чтобы вот так. И моральное разложение начало разъедать, как проказа, управленческое тело Советского Союза. Не народ стал первым, грубо говоря, поражаться вот этой нечистью, а именно верхушка, которая была настолько сильна, и к ней тяготели настолько много руководителей других стран мира, что они потеряли берега, они потеряли необходимость быть в форме, спортивной, военной, бойцовской, идеологической, в интеллектуальной форме. И дальше процесс так называемой брежневской стабильности с разложением именно этого админаппарата пришла к тому, что все остальное, ну не то, что было делом техники, но это предполагало, что так произойдет именно потому, что не было уже корректора тем предателям из политической, административной, партийной верхушки. Потому что тем карателям, тем корректорам, который должен был их ловить, пристреливать, либо отдавать на суд и на высшего мера наказания, это были КГБ, а разложение это началось именно из КГБ. Это на них изначально капали на мозги, и они первыми сдали Советский Союз до того, как партийно-политическая верхушка это сделала чисто технологически в качестве цепочки. Были ли внутренние борьбы, были ли там люди, которые пытались остановить этот процесс, либо вернуть все на нормально? Были. В конце концов, тихо или шумно проиграли и дошли до Михаила Сергеевича Горбачева. То есть та модель, которая сделала так, чтобы Советский Союз на некоторое время, ровно то же самое повторил сейчас с Путиным. Во времена Бориса Николаевича Ельцина нефть была 8-12 баксов за бочку. Во времена Владимира Владимировича Путина был 120-140. Над Российской Федерацией вылился триллионный золотой долларовый дождь. Никакие сверхумения умностями и опытностями не приходилось ему подключать, приобретать, либо искать для того, чтобы экономическое положение России до декабря 2014 года выглядело более приличным, чем во времена вечно пьяного Бори Ельцина. Люди думали, что это в связи с управленцем, по сути, просто попал в струю мировых процессов, которые действительно вылили этот дождь. И когда, начиная с 1973 года по 86 или 7 год, цена нефти была вкусненькой, хорошенькой, предприятия стали загнивать, потому что административный контроль за качеством и за всем остальным потихоньку стал разлагаться,
А вдруг к концу 80-х годов те же самые операторы сказали, а мы сейчас-то обрушим цену на этот петрол. И Михаил Сергеевич Горбачев сказал, о, Господи, помилуй, спасайте нас, англосаксонские друзья, у нас денег нет, у нас катастрофа, у нас еды нет. А слушайте, что с предприятиями? Ай, мы нефть продавали, и сейчас нефтью плохо, страшно, ужасно. Вы, наверное, в курсе, что у нас нефтью плохо? Если не в курсе, как они могут быть не в курсе, когда они это устроили? Это не естественные природные процессы, это человеческие рукотворные процессы. Но, Михаил Сергеевич, вы наш такой человек, мы вам даже Нобелевскую премию выдадим, вы курс лекций у нас прочитаете, чтобы объяснить, откуда у вас эти деньги взяли, чтобы налоговые там как-то это оформили. Будете жить в Великобритании, в Германии. В Германии памятник даже вам построят, не переживайте. Вам люди там очень благодарны. И пиццухат будете рекламировать, чтобы так, добро не пропадало, если можно так сказать. Соответственно, к концу 80-х крушение Советского Союза и всю социалистическую систему произошло не по внутренней сущности своей, не по идеологической слабости своей, не по моральной слабости своей, не по военной и не по образовательной, ни по какой такой. Это произошло потому, что именно эти тонкие, интимные, но акупунктурными процессами занимались грамотные люди, британцы и американцы, пользуясь вот всеми этими слабостями, начиная с этих предфронтовых агентов КГБ, которые должны были отвечать за все это и делать, быть рыцарями плаща и кинжала типа Штирлица, они оказались не Штирлицами, они с удовольствием стали Мюллерами. Просто фамилию сохранили, а так они убежденные Мюллеры. О, нет, Штирлиц это Исаев, Исаев? Не, Мюллер. Или Штирлиц, это уже совсем такой бравый представитель вермахта. Да, вермахта канули, но Британия-то осталась, вот Америка осталась, так что все в порядке. Поэтому, если мы хотим найти ответ на вопрос, почему все это произошло, и что мы потеряли, и как мы так одичали, это сложный вопрос, который, с одной стороны, имеет простой ответ. Значит, выключи телевизор, включи мозги, вернись к книгам, начиная изучать простые сначала причинно-следственные связи между этими процессами. Когда открываешь любой учебник истории, хоть российской истории, хоть мировой, между этими списками событий, с датами, кто с кем воевал, кто кого победил, ты ищи и найди причинно-следственную связь. Зачем воевал? Почему проиграл? Что хотели добиться? Что из этого следует? Как к этому готовились? Каков был мотив? Какой был повод? Какова была цель этой войны? И с каким зарядом и длинным выстрелом, какие дальнейшие стратегические цели ставил себе тот и другой, для того, чтобы понять. А так, собралось войско, там были больше, там были меньше, вот эти победили. Хорошо, мясорубка, стервятники, там и все остальное, они там потом пиршеством устраивают. А ты-то понял, зачем эти люди умерли? Почему они вообще воевали? Почему они убивали друг друга? И что из этого произошло? Если мы на эти вопросы не ответим себя, как минимум, по поводу истории Советского Союза 20 века, а как оптимум за последние 500 лет, это еще лучше, и не посмотрим на прямую причинно-следственную привязку между этими. Я только несколько реперных точек из этих мировых событий, главные, которые участвовали в этом процессе, обозначил сейчас. Я вообще далеко даже не полностью эту картину разрисовал. Я как на эти японские только несколько мазков, из которых там что-то похожее на лицо, получается, сделал. Не более чем. Мы в рамках такой передачи, такого разговора больше и сделать не можем. Но для того, чтобы найти ответы на сегодняшний день, кто виноват и что делать, кто нами управляет, если мы не поймем всего этого, мы не поймем, чем и как нам вооружаться, организоваться для того, чтобы быть хотя бы на уровне, скажем так, информационного Сидора Ковпака. Я не говорю пока про Рокоссовского, я не говорю про Жукова, я не говорю про Ворошилова, я не говорю про других, хотя бы на уровне Сидора Ковпака. Потому что Сидор Ковпак прекрасно понимал, вот гестапо, вот немцы, вот бандеровцы, вот с этими мне там сражаться в лесах, туда-сюда. Я знал, где ставка, я знал, против кого. А сегодня назовите мне фио зла. Тогда это был Гитлер, карикатуры, фотографии, изображения, рисунки. Понятно, как его зовут, как он выглядит, кто. Где он?
Он в Берлине. Кто принимает решение? Там в Берлине. Хотим решить вопрос, мы должны их отогнать не до границ Советского Союза, а до Берлина для того, чтобы решить вопрос с центром принятия решений. А сегодня, где ФИО, главного виновника, где его фотографии, где его адрес, с кем воевать, с каким-то условным Берлином, Вашингтоном, Лондоном, лондонским Сити может быть, а может быть с Федеральной резервной системой, а может быть с башнями Кремля, а может быть, я не знаю, даже не хочу сказать какие-то там дворцы или какие-то другие резиденции, там они тоже бывают, ничего с этим поделать не могу. Поэтому, если человек не выключит телевизор и не включит мозги, и не возьмется, не вернется к книгам, и не начнет изучать эти процессы, он не просто не найдет эти ответы, а даже если кто-то ему их отдаст в готовом, пережеванном, уже перевариваемом виде, он их не увидит, не узнает и будет думать, а что это за набор слов и за набор звуков, который мне абсолютно ни о чем не говорит. И мне кажется, у этого что-то не то с головой, и больной человек, чего его слушать вообще? Он очень умно может сказать, что это конспирология. Естественно, это самое простое, что да, всегда выручит. Конспирации и дело с концом. То, что непонятно, как Крылов говорил, чего сути не поймут, то всяко называют конспирологией. Пламен, ну, мне кажется, вот этими крупными мазками в японском стиле остался много чего осталось за кадром, и в частности стало непонятно, как так руководители государства, которые должны по уму быть лучшими людьми из народа, и что было, скажем, до 1953 года, до смерти убийством Сталина сохранялось, то почему же после этого, после 1967 года, когда вот уже отстранили убийц Сталина от власти Комарилью, Хрущева, почему же вот эти люди, чем они отличались от прежних? Что такого их отличало, что позволило их на вот такой мякине развести, показать им морковку этой ложной, спокойной, халявной жизни на нефтяной игле, так что все это их наследие закончилось вот этим меченым оленем, который развалил все наследие. Но я не хочу сейчас услышать ответ на этот вопрос, оставим его на будущее. Вам же я скажу, что вашу критику вот этого публичного шоу от 21 апреля, которое устроил режим Кремля, и на расстоянии 30 метров выставил актера роли профессии Путин журналистами народу чего-то повещать, весьма высоко оценил и удивился мой товарищ Юрий Мухин и написал об этом в статье. Я вам ссылку пришлю. Я не критиковал. Я просто поделился одним из моих подозрений. Я же человек подозрительный. Я даже не утверждал. Критично мыслящий. Да. Просто мне так показалось. Знаете. Критично мыслящий. Но я вам ссылку пришлю, и мы нашим зрителям также можем в описании дать, чтобы и они могли знать. Пламен, я вас благодарю за это интервью. Короткое, обстоятельства не позволяют больше. Но надеюсь, что через неделю мы с вами увидимся. Спасибо вам огромное. Всех благ. До встречи. Счастливо.